somewhere. Welcome me into the fold. Blooming flowers, as much as I can hold. I'm gone away. I'm gone away. I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day for me. A brand new day for love. Brand new day for me. Brand new day for love. Yeah, I'm motorboating. I'm gone away. I'm gone away. I'm gone away. Yeah. And the sun gonna shine on a brand new day for me. A brand new day for love. Brand new day for me. Brand new day for love. Brand new day for me. Brand new day for love. Brand new day for me. Brand new day for love. Yeah. Усім прывітанне, шаноўнае спадарства. Вы сёння, як заўсёды, калі вы тут знаходзіцеся на канале Народны рэпарцёр. Спадзяюся, мяне чуваць добра, і за хвіліну-дзве мы распачнем сённяшнюю праграму. Тэма ў нас будзе сёння вельмі злабаднеўная, я бы сказаў, вельмі цікавая. І чым прыкметны гэты эфір, чалавек, который сёння будзе з намі на сувязі, яго это былы палітзняволены Аляксандр Краўчук, ён з Кобрына, можна сказаць, зямеля. Вось, цікава то, што ён сам звярнуўся да мяне і пажадаў расказаць, што з ім адбываецца пасля турмы. Яго дэпартавалі, ну так гэта называецца, 13 снежня, гэта партыя Паўла Северынца. Скажу вам, што у яго няма часткі нагі. Вось. І ён так, сядзеў ён па палітычнаму артыкулу, да. Вось, штосьці хацеў сказаць іншае, прабачце, выбіла меня з галавы. Вось, ён ужо паўгады больш на волі, скажем так. Ну і цікава, канешне, паслухаць, як яму дапамаглі. Вітаю, Аляксандр. Ну так, нас глядзіць 26 чалавек. Сябры, дайце обратную сувязь, ці нармалёва нас чутно. Прывітанне па сотачке. Вам прогулы ставят всем трям. Так, всем привет. Ну, я думаю, что чутно нас добра. Александр, хотел бы просто, каб чытаў я про то, як вы страцілі ногу, і так я зразумеў, што гэта была, ну, як написано, не ваша вина, штосьці вы там судзіліся. Вы можете коротко распавесці, что там было? Ну, мало ли у когосьці будут.
что уран у меня. После чего был долгий такой промежуток времени, когда я пытался отстоять свою правоту, ну и добиться какой-то, по крайней мере, компенсации. В итоге следователь Полуянчик развалил это все дело, значит, уничтожил улики, и только через 1,5 года было возбуждено уголовное дело Наскевичем, это бывший председатель Следственного комитета, ну, после чего уже передали в Брестский следственный комитет, и они это все заканчивали. В итоге компенсацию получил 10 тысяч рублей, ну, это такой, скажем так, от властей плевок за то, что я попытался какую-то установить или добиться какой-то справедливости. Впоследствии, значит, я обжаловал это решение, вот, после чего они оставили его без изменения. Ну, в конце концов, все-таки дошел с надзорной жалобой до прокуратуры генеральной. Они вынесли протест, вернули опять в суд Брестской области, Ну, после чего была создана судебная коллегия. Александр, я немножко не про то. Ну, я ведаю, что такие гісторыі яны заўсёды такія длинныя. Просто я хотел как бы удакладніць для наших слухачоў, что вы атрымалі ну, непаўнаспраўнасць ну, на працы, так? На праце, это как на праце? Ну, Нет, это не на ну, праце. вы домагаліся того, что, ну, конечнасць вы страцілі не по сваёй вине. В этом хтосьці виноват, так? Да, да, это, скажем, моей вины не было. Здесь там много тому причин было, но в итоге получилось то, что получилось. Ну, а по-вашему, ну, в чем вина? Вам же заплатили компенсацию. Ну, компенсация 10 тысяч рублей. На тот момент это, не помню, 3000 долларов, в то время как протез стоит порядка 20-25 тысяч долларов. Это несовместимо с теми необходимыми мне последствиями и для приобретения протеза. То есть Слухайте, фактически... что-то у нас заруба пошла. Я просто, ну, не могу доуметься, ну, як вы, ну, может быть, я тут был заняты, блин, тым, что адкавал эфир налаштовывал. Як вы ее стратили и чаму вы судились? А вот у чым справа. То бок, ну, наколькі я разумею, гэта была не ваша вина, гэта была вина, ну, чиясь іншая, и вы атрымалі, ну, такую маленькую компенсацию. Ну, правильно? Ну да, скажем так, все вот дальнейшие мои оспаривания этого дела, это было связано с тем, что действительно компенсация была смешная, и Так а кто это, повинен был можно за это сказать, отказывать, привело меня в Александр? Александр, кто повинен был за это отказывать? Кто виноваты ў тым, что взорвался гэты газовый баллон и с вами такое здарылася? ну, значит, по суду сделали виноватым или вынесли приговор в отношении директора Автоперспектива Центр, который проверял мне эти газовые баллоны. Вот. А впоследствии, когда Генеральная прокуратура вынесла протест, она там упомянула и «Газпром Беларусь». Но с «Газпром Беларусь» они после моей повторной жалобы никто не стал их привлекать к ответственности. Ну, то есть вам неправильно поставили баллон, и поэтому он взорвался, правильно? Нет, баллоны стояли правильно. Если тут идти еще дальше, то в Европе было отозвано 30 тысяч этих машин, а у нас дилер касаемо Volkswagen является Атлант-М. Но он вообще никакой стороной не был приобщен к этому делу, можно сказать.
Ну, короче, я понимаю, што гісторыя вельмі как бы доўгая. Я просто думаў, што вы панятна распавядзеце, ну, пра што вы как бы страцілі нагу, чтобы, ну, было, ну, зразумела, што вы і ў турму пашлі, селі з гэтай нагой. Добра, добра. Давайте тады гэта апусцім, таму што у нас з вами другая зусім павестка. Вось. Раскажыце, калі ласка, калі вы выйшлі з турмы, калі вы выйшлі з зоны, вас калі выжуцілі, дэпартавалі, у якім вы былі фізічным стане і што было з вашай нагой? Я зараз яе пакажу на экране. Фактически я, можно сказать, передвигаться вообще не мог, потому что на культе начались лигатуры, она кровоточила, и каким-то образом я только на 2 костылях передвигался. Когда уже я прибыл в Варшаву, вот, я попытался обратиться, чтобы приняли какие-то меры, чтобы с этим как-то через хирургию разобраться. Но кому бы я только не скидывал и не разговаривал, никаких реальных действий не было. Не, Поэтому мы пришлось зараз мне самому идти. мы зараз пра гэта будзем казаць, таму што чалавек, ну, я маю пад увагай вас, ну, апынуліся тут за мяжой у дрэнным стане здароўя. Вось ваш пратэз пашкодзіў нагу, так, і вам патрэбна дапамога была, і этот кастыль, говорю, прабачце, мыліца. Пратэз каштуе грошаў. Вось. Вы напісалі, што вы прыехалі з турмы. Вот там нічога не рабілі. З гэтай нагой я зараз скрын вывеў на экран. Вось, што вы не маглі хадзіць. Что вообще вам, вот вы когда приехали, куды вы адразу звярнуліся па дапамогу і што вам казалі лекары? То бок вот вы прыехалі, ну, бачна, да, што вы ну, на мыліцах, што вам патрэбна дапамога. Куды і што было вам сказана, куды вас направілі, как вам пачалі дапамагаць? Ну, да, мне пообещали, что и реабилитация будет, и будет оказана всесторонняя помощь, но только где-то с марта месяца начались какие-то более-менее действия. Не, давайте Потому конкретней. что, Вы куды вы звярнуліся, Александр? Вот куды вы прыйшлі і хто вам што паабяцаў? значит, обратился к подорожнику, когда они уже написали мне, что будут оказывать какие-то медицинские услуги, но по поводу вот данного этого момента услуг никаких ни к врачу, никуда меня не записали, не отвезли, поэтому ничего не было сделано. Не, ну подождите, вы кажаце, што пачалася праца з марта, а до марта, ну, хто? Падарожнік До был. марта, в принципе, никаких действий не происходило. Подорожник перед Новым годом написали, что возьмут меня, и пропали на целый месяц. Через месяц я как-то их нашел, они сказали, мы были в отпуске, вот подорожник сама, и Мгм. потому мы с вами не занимались. В конечном итоге они передали мне медицинские просто препараты, ну, которые они там у меня имеются в виду постоянного приема, и витамины. Ну и на этом все закончилось. И опять люди ничего не делали. После чего они меня передали лековиту. Лековит сказал, хорошо, мы вам сделаем операцию, так как мне нужна еще замена тазобедренного протеза. Один заменен у меня, и второй я уже с тюрьмы приехал, там решения пошли, нужна замена. Но говорит, мы такой объем оказания помощи мы вам не можем сделать.
После чего они меня опять отдали подорожнику, и те начали стоматологией заниматься со мной. А лейковит вот сейчас мы проходим некоторые обследования к врачу вот в понедельник, и будут они мне помогать с операцией. И все, а с протезом вообще никак сказали, никто его оплачивать не будет, поэтому я на сегодняшний день организовал сбор, но, насколько я понимаю, люди уже устали от этого всего, и он идет как бы ни шатка, ни валка все это дело. Ну, смотрите. Вы мне досылали скрины, вот я сейчас выведу один на экран, да. Тут Хелена Нядзвецкая, я не ведаю, это она написала цене. Тут написано: мы обовязково возьмем вас в программу реабилитации и максимально поможем разобраться с вашим здоровьем. Ну, это она тоже писала. Ну, это был студень 26-го года, правильно? Это, Ну, студень, да студень, нет, я по скринам это не глядел. Недветская, этот скрин был сделан, я Недветской отправлял, это от, получается, от подорожника. А, понятно, да-да-да, тут видно. Это вот вы написали, это с ней переписка 20.12, потом исчезла. Это вы пишете про подорожник, и этот скрин вы отправили, значит, Хелен Медведской. Это ЦБС. Да, да. Я вот, ну, потому что я фактически ко всем обращался, у меня были проблемы с ногой, и в конечном итоге все-таки приехал сын меня и отвез к хирургу, где я уже стал получать лечение. Не, ну вот она написала, мы обязательно возьмем вас в программу реабилитации. Что это мелося под увагой? Нога или Я не, зубы? я не знаю, вот это они написали, и на этом все закончилось. Больше никаких действий от них не было. Мгм. Просто там есть яшчэ это подорожник, да, все понятно, потому что тут, ну, насамрэч складана разобраться. Вот, тут вот пишет, а это вот вам Хелен пишет, Медведская, что здравствуйте, сейчас, значит, жду информации от доктора, везде партнерам передала, сказали, быстро решат вопрос. Да, Это, это уже пишет, это Недветская. окей, так что, они взялись за вас, взялись вам допомагать? То есть, понятно, Я подорожник не, вас киданул, правильно? Ликовид вас ну, еще нет. ли- Так, вы там зараз не... ликовита еще тогда не было. Понятно, Ликовит все, попозже подорожник появился. киданул, появился ЦБС, правильно? Я обратился к ЦБСу, да, и она написала такую, вот мне письмо, скажем так. И после этого единственное, что она дала волонтера, там Андрей, кажется, его звали, который отвез меня на Табарова 16 к врачу. И на этом Мгм. опять все закончилось. То есть туда, куда я мог бы и сам заехать. Но дали направление к ортопеду. Я фактически 1,5 месяца ждал того ортопеда. В конечном итоге я к нему попал, он посмотрел, сказал, ну что, говорит, надо без протеза ходить. Но к этому времени уже меня сын к хирургу отвез, и я уже ходил в лечение. Ну хорошо, а что, ну вот вы звернулись в этот, ну, ЦБС. В ЦБС, да. Они что вам обещали? Но они ничего не обещали, они ничего в плане лечения, они сказали, мы не занимаемся этим, Мгм. но исходя из той, как бы, что написала Недветская, она как бы, э, наверное, хотела произвести такой, как бы, приятный или показуху какую-то сделать. Потому что после этого фактически ничем с медициной она больше не занималась. Ну понятно. Тут вот просто сейчас скрин на экране от Анастасии. У вас очень дорогое лечение. Как минимум один протез может стоить 15-20 тысяч, а может и больше. Это превышение лимита в несколько раз. Это подорожник, насколько я понимаю, да?
Это, наверное, уже ликовид пишет. Ликовид, да? Да. Ну, Это уже скорее. інтарэсна, а вы ў них пыталіся, а які ўвогуле ліміт, напрыклад? Вось на вас які Да, ліміт? я пытался это узнать, но конкретики не было. Никто мне не ответил. То есть какой лимит они не сказали, да? Нет, нет. В несколько Ни раз. о Но лимите, ни о чем не было разговора. мне самому просто цікаво, тому что, ну как Ну, мне тоже это. было интересно. Единственное, на что они согласились, вот оплатить операцию по замене тазобедренного сустава. А на сегодня подорожник делает стоматологию. То есть подорожник вам на сённяшні дзень робіць стаматалогію, а лікавід аплачвае аперацыю. Операцию по замене тазобедренного сустава, да. І колькі яна каштуе? Ну, я точно не знаю. Там, по-моему, мне э, озвучивала, по-моему, в пределах, по-моему, 8-9 тысяч то ли евро, то ли долларов, где-то вот так. Калі вам будуць яе рабіць? Вот в понедельник к ортопеду иду, и уже, если ничего не изменится, то в понедельник будет, наверное, какой-то результат. Значит, ну, когда-то там, когда будет операция. Ну да, такое, конечно, становішча у вас даволі как бы жорсткае. Столькі, ну рэальна это атрымоўваецца сумы ну, даволі такі істотныя, но з іншага боку, ну, дапамога ж там выдзяляецца, і такіх як вы, ну, не кожны другі, да? Ну, даволі, ну, рэдка з Ну, так такімі. я же говорю, я им говорю, что же мне тогда делать? Я, наверное, же не просился, чтобы меня или сюда вывозили, или еще что-то. Или не специально себе эти, как говорится, проблемы создавал. Не, ну з іншага пункту гледжання атрымоўваецца, у прынцыпе, праблема толькі з э, праблема толькі з пратэзам, так? Таму Да, на што сегодняшний день проблема только с протезом остается. ну тады, ну, все роўна гэта шмат грошаў. 21, 20 тысяч, да, это все роўна істотная сума. Вось. Ну, тады зразумела, ў прынцыпе, пра ЦБС. Я просто там чытаў, значыць, гэтае. Ну, вось, напрыклад, абяцанне, С да, вот ЦСом у піш. меня получилась другая проблема с Недведской. Это когда я обратился к ней по поводу помощи оплаты дочери курса B2. Вначале я у них спросил, возможно ли такое подобное. Вот. Она просила меня озвучить сумму. Я спросил у дочери, она говорит, 460 злотых. Но как бы 460 злотых это месячная. И она говорит, хорошо, мы это оплатим. И когда уже заключили договор, он оказался на полгода 2760, после чего она сказала, ну вы мне другую сумму озвучивали. Я говорю, да, это за месяц. И, ну хорошо, говорит, я постараюсь что-то придумать. После чего у меня были, как бы, пытался выйти на нее, чтобы, потому что время шло, она избегала со мной выйти какой-то контакт. В итоге я позвонил значит, в итоге я позвонил этой Ане Ермаковой. Вот. Та бросила трубку и сказала, никаких больше сюда не звоните. И это самое, Елена и так занята, все думает о вас, как вам помочь. Вот. И тут же появляется в сети Елена и пишет мне там большое такое послание. Там я, по-моему, скрин скидывал. Вот. Сейчас я гляну. Она так интересно все это преподнесла, совсем перевернув всю, как говорится, ситуацию. В итоге я ей
дал ответ совсем другой. Сейчас я... Ну вот видите, тут до вас пытанне ёсць. Вот. Ой, Ну, по поводу ноги, потому что я кажу, вы непонятно потлумачили. Ничего не понял. Если он по пьяни, допустим, ногу потерял, почему ему должны помогать? Вот. Пишут, в Беларуси он травму получил на работе. Ось, но поскольку, ну, это, ну, такое, ну, ну, нормальное пытание. по какой пьяни, я не понял его. Не, ну вы ж так, ну, вы расповедали, я ж, Александр, пытался у вас. Понятно, что не по пьяни. Я просто пытался домогтись, на работе, вы кажете, не на работе. Я на своей машине ехал в Минск. Заехал с женой и сыном на заправочную станцию в Барановиче. Мгм, И там заправлялся. мгм. И произошел взрыв баллона при заправке, Все, который вот, повредил мне ногу. Оттуда меня отправили и ампутировали ее. вот. Вот это я от вас и домогался с самого початку. Вот, понятно. Ну что, вы нашли, что шукали? Э, Я вам сбросил этот, сейчас я секунду в телефоне, там Так, пытание, как обычно. Какое у вас образование? Тут у нас человек есть, он у всех пытается, якая адукация. Ну, у меня одно образование среднетехническое, а второе экономическое высшее. Экономист, да? Ну, окей, вот, все, дякую. Так, всем трям привитание. Так, кто мне там прогулы ставит, не понял. Так. Так, тут пытаются, наверное, люди не поняли, или, может, я что-то не понимаю. Александр, вам потребна зараз инвалидная коляска? Пытаются или нет? Нет, она мне не нужна, потому что как бы мне протез немножко вот этот старый отремонтировали, и я передвигаюсь насколько могу пока на протезе. Но фактически я сейчас, можно сказать, никуда и не выезжаю, в основном дома. Ну вот, трапная заувага, Андрей. Я благодарен, конечно, что люди это самое пытаются помочь, но я здесь даже в квартире на коляске ничего и сделать-то не смогу. Вот, тоже коммент трапно. Это же это же не последствия отсидки. Человек на рабочем месте в Беларуси получил травму. Так от работодателя он и должен был получить помощь. Ну, в принципе, получается, что да. Но там была вельми долгая история с судами. И, ну, как... Там это не на работе, я же объясняю, это никакая Не-не-не, не была на работе. понятно, понятно. Повинны были те, кто, по чьей вине баллон грохнул. Ось. Ну, я так вам так само скажу, що, наприклад, то, що лікують там зуби, да, ну, так само у когось гэта наступства ад сіткі, у когось не. Тут такое все складанае. Вось. Не, ну, Но чалавек же сюды прыехаў не па сваёй волі, да. ну, во-первых, не по своей воле, а во-вторых, то, что я ожидал увидеть в этих демократических силах, то здесь, честно говоря, для меня очень все интересно. И, Ну, а что интересно? Ну, ну, смотрите, Александр, зубы делать помогают. Вот, операцию делают, да, на тазобедренные. Ну, с этим, с протезом, да, ну, как бы, ну, не так все плохо с одного боку? Или у вас какие конкретные претензии есть? нет, я не по поводу этого. Я хочу вот этот момент, который от Недведской произошел, что меня исключили из польского языка. Вот, которая фактически Недведская, кто она такая? Она, в принципе, человек, который приехала в Польшу еще до 2020 года и никакого отношения, как сказать, к этим ни демократическим силам не имеет, ни к тому же, ну, это бывшая медсестра с Глубокого, Нет, ну которая, она зараз,
чалец фундацыі Цэнтр беларускай салідарнасці. Прэзіс там Кобец, вот, а она там в этой теме. Вось. Ну так и что? Да, я согласен, что Ну, она сейчас возглавляет директором, но другое дело, в принципе, я, кстати, нашел там вот этот скрин, который сбрасывал, как она мне написала, и я ей его отправил ответ. Это вот как раз, какой так, скрин, скажите мне, про что там написано? Я сейчас его поставлю на экран. сейчас скажу. Вот, начинается. Значит так, уважаемый Александр, это Вот, он, после... он стоит на экране, да. Вот, она тут Значит, объясняет, что она подумала про одну сумму, а получилась другая. Ну, нет, что... но дело в том, что тут она даже и приводит совсем другие цифры. Вот. Следующий ответ, который я даю вот, по поводу этого, это вот как раз следующее, вот следующий скрин я пишу, мне не нужны жертвы из вашего кошелька, что она начинает там, и там абсолютно другие суммы, и совсем другой разговор. Но тут же не в этом дело. Вопрос в том, что когда я это выложил в чате, чтобы люди увидели и почитали, она начинает писать следующее. Она начинает писать следующее, Они что там, ну, там почалося, что вы там... там у меня собралась она в полицию писать и Да, тому да, 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 подобное. да. Просто человек, было бы хорошо, если бы он, по крайней мере, польское законодательство получше знал. Вот, что это никакое не нарушение. Это одно. А второе, кто ей дал право кого-то исключать из тех же языковых курсов. Мне, конечно, предоставили другие курсы, но это просто у нее были ко мне какие-то неприязненные отношения. И слишком много человек на себя берет. Ну, ведаеце, Александр, так оно как бы выглядае, што у вас і у яе да вас, і у вас да яе, ну, нейкі негатыў. Вось. Гэта, я лічу, такое, ну, не вельмі істотнае. Таму што насамрэч ЦБС, ён жа там дапамогай па вялікаму рахунку палізняволеным, ну, не займаецца. Я просто Нет, сам нет, они в принципе, что они делают? Они собирают какую-то помощь и раздают ее потом людям. Таковой помощи, что они сделали, они оплатили 3 дня, значит, гостиницы, отеля, Да, там вот, сказали, и о деле вас сказали. но деле это уже слишком Ну, так, громко ну, сказано, там некоторые бэушные вещи там были, которые люди раздавали, я брал их, одели, вот, но это не значит, что одели. так, тут еще у меня есть парочка скринов от них. Вот. Она возмущается, что вам не допомагали. Вот, я займусь вашим вопросом. Пожалуйста, напишите мне, что вам нужно, какие специалисты и так далее. Я так удивился, потому что я Ну, подумал, что человек не... просто играл на публику, то есть, ну, фактически она ничем этим не занималась и ничего не делала. Это так. Я потом Ну, уже, это, но, когда но это все обещала узнал, же, видите, а я так читал эту переписку, я так ошибочно подумал, что яна там прымала вялікі ўдзел, а она вам только нет, допомагала. абсолютно ничего она ничего не принимала. Единственное, что это было, ну вот я в последнем скрине ей написал, там все описал, и там, если его прочитать, там будет все понятно. Вот. И о деньгах, и о том, кто мне помогал, и какие суммы она обещала. Поэтому я просто ей в Ну, конце ну хорошо, написал. Александр, Хорошо, а может як быть, вы вот, поймете, когда... як вы Ну. самі бачыце, як павінна быць арганізавана дапамога тым людзям, якія, ну, я даже нават, ну, давайте, окей, мы палізняволеныя былыя, давайте тады, вот як вы думаеце пра палізняволеных, як павінна быць арганізавана дапамога? Прашло 6 год.
6 год тут были дэмсілы, 6 год ёсць фонды, 6 год ёсць значит людзі, якія гэтым займаюцца. Да, Ну як фондов павінна очень быць? много, Вот як и павінна быць прозрачности этих фондов абсолютно никакой нет. Вот в чем дело. Какие там деньги, как они распределяют эту помощь, там все это очень непрозрачно. Ну, Дело в непрозрачно. том, что 2 марта еще разговаривал с Тихановской. Вот. Да, я читал ваши листы там, которые вы писали ей. Ну, да, я вот разговаривал с Тихановской, вот, которую когда-то приютил у себя дома. Вот. Но человек уже, я не знаю, он в реальном мире он не живет. Это уже абсолютно другой человек, которого я знал. Она раньше была такая запуганная, такая вся дрожала от любого треска. А сейчас я так вижу, ей абсолютно все равно. Вот когда мы с ней разговаривали даже по поводу этого ЦБСа, там, кто там, Леонид у нее там в этих, Кучинский или кто-то Леонид там есть. Ну вот, она ему сказала, ну, Морозов. Мороз, да. Ну вот, напишите, мы разберемся. Ну вот я написал, и никто никак ничего не разбирался. Тем более я ей ставил такой вопрос, как вот быть с людьми, которые приезжают сюда, выброшенные из страны, инвалиды, пенсионеры, и что вы, допустим, за эти 5-6 лет сделали? Ну, в итоге она ушла, как обычно, от вопроса и говорит, что мы разве мало что сделали? Да говорю, ничего вы не сделали, даже не смогли объединить диаспору. В итоге этот офис Тихановской, это НАУ, это какие-то проекты, но явно не демократические. Почему? Что-то оно все как-то скользко и непрозрачно. Дело в том, Ну, что за это время можно было бы многое сделать, но кроме каких-то полит-тревел у них ничего не получается. ну, а что можно было бы сделать, на ваш погляд? Много можно было сделать. По крайней мере, озвучивалось это изначально. Можно было сразу принять инаугурацию, можно было э, правительство в изгнании создать. Э, Действительно, вот деньги, которые приходят, их можно было по-другому использовать на те же, ну, не знаю, пропаганду против того же режима Лукашенко. Ну, а так оно что-то непонятно. Это абсолютно не та позиция, которая должна быть и которая заинтересована вернуться обратно. Ничего абсолютно не сделано. За 6 лет они чего только добились. Они добились того, что их просто перестали уважать, просто их сторонятся. Если когда это 4 года назад был выборы, сколько там, около 7 тысяч, так сейчас еле 2000 набралось людей. Ну и 7 000 тоже это как бы не цифра, не А, лишба. я согласен, это тоже не показатель. Это Вот, все то есть равно не они не забеспечивая смогли мандат. объединить диаспору, и я думаю, что они даже и не стремились это сделать. Так, ладно, давайте почитаем. До вас есть пытанне. До вас есть пытанне. Так, сейчас. Василіна, дякуй за донат. Дякуй за заклик ширить эфир. Так, по факту, вот человеку интересно, Андрей, какую помощь гостю уже оказали по факту и на какую сумму?
Вось гэта можете сказаць? Ну проста чыста Э, для параўнання, таму што некаторым, як тут пішуць, увогуле нічога не По аказваюць. факту, хорошо. Имеется в виду медицинская помощь? Да вообще. Вот, например, вас завели на процедуры, за вас там, например, лявончык заплаціў па бліку там 2000 или 1500 злотых. Ну, Нет, нет. напрыклад. Дело в том, что лечить зубы мне только недавно начали. Поставили только 2 импланта. За один имплант мне сын заплатил, а так как седьмой, ну, этот, они не ставят. Ну, в принципе, полечили, сколько, 4 или 5 зубов. Сколько это стоит, я не знаю. Потому Один что имплант, никаких... имплант около 1000 стоит, наверное, да, евро. И, ну, лечение зубов пускай по, ну, по $100, а может и больше, я не ведаю. Ну, вот это. Затем, что касается, купили препараты, ну, там препараты одни 150 злотых, я знаю, они оплатили, 155 злотых, а вторые они привезли, ну, я так примерно где-то на 100 евро, может. Мгм. Вот. Что касается операции, то ну, ликовид, то пока тут были только расходы, сделали мне рентген. Ну, понятно. Все как бы в процессе, но это уже длится полгоды, так? То есть гэта таксама, ну, 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 фактически нормально начали что-то делать с марта месяца. И то после таких неприятных с ними переписок. не, ну так все равно, так март это уже получается красавік, май, 2,5 месяца. Помощь в дальнейшем будет оказываться. Да, будет оказываться помощь, операция, если будет. Ну, доведаемся. Просто, ну, покуль что операцию на тазобедренной не делали. Так. А вот пишут, в Беларуси ему должны были оказать по протезированию помощь. Почему не оказали? Что-то можете ответить? Нет, так в Причины. Беларуси, давайте говорить следующее. Культя проблемная, там нужно применять другие технологии. В Беларуси сделали протез, который вот сейчас у меня сломался. Вот, его тут кустарным способом ремонтировали, но он под эту культю он не подходит. Вот в чем дело. Там, как говорится, нравится, не нравится, бери то, что тебе дают. То есть, ну вот, ответ, Андрей, ответили вам на вопрос. Сделали протез в Беларуси. Платно, бесплатно? Бесплатно эти протезы там Бесплатно. Вот он, делаются. вот он Но сейчас, это там проблемные технологии такие, которые... ну понятно. Ну вот он у вас поломался, из-за этого у вас кровоточит там нога, да? Нет, не из-за... Ну, во-первых, и протез не подходит, а во-вторых, его, ну, уже он от времени поломался. Ну понятно, понятно. Не каждому и на $1000 медпомощь оказывают. Я понимаю, что каждый хочет для себя особого отношения, но нужно понимать, чтобы помочь ему, придется оторвать от других. Двоякое ощущение. Я вам, Андрей, откажу так, что ем, якогось спецыяльнага стаўлення ні да каго не патрэбна. Павінна быць сістэма, понимаете, просто сістэма, і ні ў каго не трэба будет нічога забіраць. То бок, як я, напрыклад, раней казаў, мае чалавек такія праблемы, столькі ён адседзеў, одна дапамога, адседзеў 3 гады такая, 5 такая, 10 такая, понимаете, да? А вы ввогуле разумееце, вот то, что вы зараз пішаце, да, что оторвать от других, так у тым-то і справа і атрымоўваецца, што калі, напрыклад, возьмем, да, прыклад майго сябра Кабанова, которому поставили зубы за 10 косарей, а Виталю Жуку он ходит с какими-то штифтами, вот это и называется оторвать от других, понимаете? То есть, если чувак медийный, то ему как бы все. Причем туда же могут примазаться і зупэўне іншыя люди, тому что мы не ведаем ніякіх справаздач. Понимаете, в чем дело? Тут проблема в том, что нема системы. Системы нема. И от этого весь бардак. И от этого
выкидывают с международного гуманитарного фонда лявончыка, потому что я, например, лічу, что это просто мухляр. І калі ка мне звярталіся наконт лекары, стоматологи звярталіся і палізняволеныя насчет махинаций его, которых, ну, типа, как они говорили, это махинация. Я говорил Кабанову, давай сделаем расследование. Кабанов сказал, ты чё? Зубы надо в тюрьме потерять. Ну, понимаете, про что я кажу? Это просто очень, ну, на мой погляд, вельми солодкое место. Почему так они хочут допомагать? Почему есть эти все доволі, есть эти Вильнюся? Они такие, что, яны так любят полізняволеных? Ну, згадзіцеся, это дзіўная рэч. Для того, там повинны, ну, працаваць людзі і ўвогуле арганізацыі, которые, ну, контролюются, а не так, что типа. Вот, Там эта поэтому... вся система, она непрозрачная, потому что, я объясню с точки зрения экономики, когда вот делается, люди, вот многие делали стоматологии, все, никому ничего не давали, никаких актов выполненных Да, работ да, или да, еще да, да. чего-то. Вот. Все они оформляли сами и без участия, кому это все делались. То есть тут может быть вариантов, как все раскатать, сколько хочешь, и цены изменять, и большие суммы ставить, и откаты давать, и получать. Просто это никто не проверяет. Да, да. І гэта немагчыма праверыць. Все зроблена так, что Это все гэта, ну, возможно проверить, возможно, только никто не даст вам это проверить. Вот в да, чем. да, не, ну, не, вы правильно кажаце. Что тут такого? Вот мы табе зрабілі зубы. Оба-на, нічога сабе. Дзякуй вялікі. За каждый зуб по 150 евро. Ой-ой-ой, дзякуй, дзякуй. Ну, а так что? Вообще непонятно. Куда гэтыя грошы распределяются, а яны все кажуць, што гэта з мэтаў бяспекі, яны за людзей. А што тут такога? Што яны Что дадуць? тут Да, да, небеспечного? да, Я не да, понимаю. Вот. да. Тут Ситуация практично как... эта система, ну, выстроена, во-первых, она бесконтрольная, и я так понимаю, там поставлены люди те, которые нужны, чтобы все делалось закрыто, молча и непрозрачно. Ну, зубы это вообще последний вопрос. В первую очередь нужно оказывать помощь тяжело больным. Ну, система повинна быть. Ну, вось ваше Нет, важно меркаванне... то, что да, вот у них нет какой-то системы, нет плана, как это все. Потому что люди приехали, ну, заселили их в это самое, ой, не хостел, а отель. Но отель это, ну, не из дешевых. Можно это было совсем по-другому сделать. Потом искали, куда людей расселить, как их расселить. Ну, все это не продумано. Нет, это все наадварот вельмі добра продумано, потому что калі Ну, система наладжана, она... если с этой точки зрения, то это в их сторону хорошо продумано. Да. И я вам скажу, Андрей, что Захад выдзяляе столькі грошаў на тых же палізняволеных, што калі б яны ўсе доходзілі до палізняволеных, ніякіх бы праблем не было. І я, конечно, не хочу сказаць, што іншыя ўразлівыя групы не патрэбны быць пад увагай. Я маю пад увагай і пенсіянераў, і ваяроў. Нет, ну просто так уж стало, што я палізняволены і ў гасцях палізняволены былы. Вось, тому вы правильно пишете, что нужно оказывать помощь тяжело больным. Да, так они, вот есть, например, этот Казаравец, да, вогуле выбитный приклад. Человек былы судья, плюнул, завязал, поехал воевать во Украину, захворел там, ну, не дошел он там до этого, захворел на ковид, трепанация, и зараз у яго проблемы, вообще проблемы, он живет на 1300. Я за то, чтобы ему допомогти. Кто ему допоможет? И за Зулинской писали письма. Я вам скажу, что он у худшей становішчы, чым, например, наш гость сегодняшний. У гостя есть семья, там сын. Вось, ему там, ну, падтрымка Я есть. читал о нем, да, там очень серьезная Ну, ситуация.
очень Ну, серьезно. и вось, и как верить? Вот как? Что ён не чалавек? І жыве на 1300 злотых. Дапамагаюць ему там гданьскія, хто там жыве, земелі з Віцебскай вобласці. Во, ну вось пытанне. І таму няма сістэмы. Вось і ўсё. У гэтым самае галоўнае, што яны пабудавалі як у Лукашенка. Сваім усё, таму што мне, напрыклад, мне нормально дапамагалі. Мне там фонды, шмонды, давай сюда, туда. Вось, я там пісаў, колькі мне далі грошаў, да. Вось, но з зубамі мне зубы Лявончык адобрыў, да, и все, и его убрали, потому что ён цьмяны чувак. Окей, хорошо. А мне зараз отказываюсь там іншие, да, что типа, ну, мы не знаем, у нас вы не подходите 23-й год, вы вышли в 22-м. Ну так это что же? Показывает, что нема системы. А кто спадкаемец? Понимаете? Вось такая справа. Это все очень-очень грустно и показывает то, что, ну, то, что все непрозрачно, и то, что все как у Лукашенко. Своим Ну, все, здесь не остальным... только с финансами. Здесь и если брать СМИ, они тоже здесь, мне кажется, подконтрольные. Вот даже я как радиорация, белорусская радиорация есть вот такое, и, в принципе, из-за которого я и, скажем так, и отсидел за то, что давал интервью. Вот. Так репортер написала этот, как бы, статью, она простояла у них, ну, наверное, минут 5-10 и исчезла. Вот, то есть были какие-то сразу звонки и указания, хотя радиорация, я считал, это, ну, как бы, что они Так а что там была за указывают. статья? Я тоже, вы мне скинули, я не поспел прочитать, думаю, ну почитаю Вот там там вечерком. именно была статья о том, что вот именно про ЦБС, которые что Недведская убрала меня с этого по поводу занятий по польскому языку. Вот. Об этом была статья, и они, видно, по чьей-то команде не стали ее дальше, чтобы она была на сайте, находилась, убрали. Ну вот тут пишут, Поэтому на зубы для кого-то десятку можно дать, а на протез для непубличного человека. Я вам скажу, что им пералічаюць столькі грошаў толькі на паліцзняволеных, да? То, что я шмат разоў... Дело в том, что те суммы, которые идут на офис Тихановской, на политзаключенных, этих сумм было бы на всех достаточно, если бы они не разворовывались. Не, ну мы не будем казаць, не развароўвались, яны просто трушацца, сыходзяць ні на што, потому что няма справаздач. Вось у чым справа. І я там как бы то, что выделяецца на офіс, няхай то будзе офісу, напрыклад, да, но тое, што выдзяляюць на палізняволеных, і калі б гэтыя грошы даходзілі да адресатаў, усім бы хапіла. Вось. Ну, еще плюс, конечно, Не, ну а трэба... почему тогда офис не должен какую-то справоздачу? Он же берет деньги-то под политзаключенных. Нет, нет, так Представляет. справоздач вообще никто не дает. Вообще никто не дает справоздачи. В этом самая великая проблема. В том-то и дело. Так офис же вот эти деньги получает за то, что представляет интересы белорусов. Это не просто так им, потому что офис им дают деньги. Они же говорят, вот мы белорусов представляем, понимаете? Да, да. Дарэчы, сябры, там ёсць пра гэтую, ну, нядзвецкую, пра гэты ЦБС, да, они так как бы, не скажу, што яны там вообще выпадкова трапілі там на вокладку, просто я там чытаў шмат скрыноў. Ось, но я так памылкова падумаў, што яны там падвязались, но яны падвязались только з польскай мовай, но у прынцыпе там вельмі паказальны ёсць скрын, я вам зараз паставлю і зачытаю, спадар Александр, вам. Так, сейчас, ну, просто цікавая рэч, а пачаму яго не бачна? О,
Короче, она пишет, что, значит, Медведская пишет, не могу поставить этот скрин, сябры не ведают чаму. И она пишет, что значит, у них нет финансования, вот, и там они не занимаются, это как бы правда, а потом она пишет, зато у нас есть хорошие юристы, вот, а юристы там кто? Ну, такое Юристы есть. там Добровольского дочка, да, и так вот думаешь, ну, Ну, блин, когда у вас нет финансования, да, так что у вас там получается? Такие все хорошие, такие все ідейні, що працюють не за гроші. Ось. І я там покинул у Нізя, значить, у Нізі кажу, у описанні я покинул спасылку на фільм про ЦБС. Ось, паглядзіце, калі ласка, там шмат ёсць адказаў на пытанні. Вот я зараз вывел скрин, Александр, вы не бачите? Вот. Начну с того, что мы как ЦБС, как фундация, которая практически не имеет финансирования, она тут врет. Она не имеет финансирования на мэты паліцзняволеных, но финансирование у них есть, и коли вы глянете фильм, который у описании, там есть доказуха, в смысле пруфы с открытых крыниц, вот. Ну и вот эта вот дочка Добровольского. Вот, это все к тому, что для своих все, а остальным по закону. И да, Андрей, такая система, они такую систему простроили, потому что они такие же, как и Лукашенко. Абсолютно плоть от плоти, кровь от крови. там Александр, вы семейные подряды уже. а вы знаете, у кого есть семейные подряды у наших оппозиционеров? Ну так, пожалуйста, вот дочка Добровольского Да, и да, Ольга Добровольская. да. Дочка Латушка, да, сын Зазулинской. І там яшчэ шмат чаго такога цікавага. Ну, я зараз не магу згадаць, таму прамаўчу. Вось Васіліна пішет дакладна, што за гэтыя грошы, которые забраць у Лявончыка з кватэры, якую ён мае в Лондоне, за 500 тысяч даляраў. А ён, я нагадаю вам яшчэ раз, ён сваяк кагібіста, второга чалавека ў Беларусі, пасля Шеймана. Вось ён жанаты на ягонай дачцэ. Вось. У яго кватэра ў Лондоне. А ён такой дабрадзей займаўся дапамогай бедным палізняволеным. Так, ставим подобайки. Я хотел спросить, как может человек работать с политзаключенными, если человек давно уехал из Беларуси, нет ни сочувствия элементарно? Да ну, как бы, я думаю, Софья, тут не обовязково там уехал, не уехал. Любой сумленный человек, который мае сумнение, который мае эмпатыю, ён можа працаваць з уразлівымі групамі. Галоўнае, каб ён быў сумленным, да, і спачуваў. Вось для Там еще федаронак. один момент такой в ЦБС был, тоже неприятный. Там работала в свое время Анжелика Ермакова, тоже фамилия Ермакова, человек с двумя высшими образованиями. Вот. Ну и Кобец ее убрал оттуда. Она с ребенком, в принципе, сейчас как-то пытается выжить. В смысле Не убрал знаю ее? почему и какая была причина. А? В смысле убрал? Ну, она там працавала в Ну, ЦБСе. работала в ЦБС, вела финансы. И после того, как пришла, вначале такая фирма, по-моему, Простор она называлась, или как-то по-другому, там они вначале все работали, и там же работала это Недведская, там же работала и Ермакова, и это Ольга, как это ее фамилия, вот, которая сейчас там работает юристом. И потом, когда создали ЦБС, их перевели туда. И через некоторое время вот эту девушку просто выжили оттуда. И хотя она долгое время вместе с Владом Кобец, они вместе работали и помогали как бы политзаключенным, как она рассказывала.
Ну, не ведаю я, каму можа памагаць Влад Кобец. Ну, я шчыра кажу, да, я раблю па яму яшчэ адно расследаванне па праспекту. Вось, не ведаю, каму ён можа. Ён можа дапамагаць толькі свайму дабрабыту. Уладзімир Кобец, вось, вялікі Ну, я с авантур. тобой, я согласен, я согласен. Там, но в плане вот этой девушки, то я за нее ее хорошо знаю, и там никаких вот этих серых схем или каких-то финансовых махинаций там точно нет. Секундочку, секундочку. Вы зараз кажаце пра праспект? Там, дзе працуюць. Вначале проспект Ну, был. слухайте, я ж не кажу, што там ёсць махінацыі. Я просто кажу, што праспект, ЦБС, яны бяруць грошы палякаў і не справаздачацца. А у фэйсбуках, у соцсетках робяць імітацыю бурнай дзейнасці. Я ні ў чым не Ну, абвінавачваю, но пытанняў да іх шмат. Я думаю, што да ЦБС, вот я зрабіў расследаванне пра ЦБС, там шмат пытанняў, пра праспект будзе яшчэ больш. Вось, так што, ну, упэўнены ў гэтым. Хаця б знаеце чаму? Таму што Кобец, потым Нядведская, Халезін і там яшчэ людзі, яны ёсць як бы у некалькіх фундацыях, як спрут. І гэта ўжо нездаровая тэма. То есть там, да, очень много фундаций, и фактически вот именно с проспекта, по-моему, идет ответвление по всем остальным. ну, яны все аффилированные, понимаете? И там, ладно, не будем про это говорить. Давайте, я думаю, что на гэтым будем развитываться, потому что мы у эфиры целую годину. Ну, подобьем вынікі. Просто что, на жаль, мы не пачулі как бы ясных вынікаў, то бок все у вас у працэсе, польский язык у вас, этот ЦБС вас с ним как бы Ну, обошел, выгнал. забрал, да. Вот. Абба Гірина с сыном. Не, ну Абба это ввогуле, это вообще Василина. Абба это, я лічу, что яны должны поехать услед за Мартыновой. И Абба, и шмат хто іншых. Потому что навошта ім даюць грошы, и что они тут робяць в Польше? Былыя сябры Лукашенко, ну это просто незразумела. Красулины таксама. Это все. Вось. Ну что, Александр, давайте тады с вами. Значит, калі вам зробяць аперацыю, давайте тады выйдзем у эфир. И, паважаныя сябры, я возьму, ну, Александр, можно ваш этот телеграм разместить у сябе в описании? Может быть, кто-небудзь, ну, паглядзеўшы эфир, вырашыць вам дапамагчы. Не супраць, если я ваш телеграм оставлю или Нет, нет? пожалуйста, конечно. Каб з вами связвались, ну мало ли, ну хоть один человек, хоть сколькі ўсё роўна, гэта талака, может быть, ну кагосьці Сейчас зацікавіць. на Байсоле идет тоже сбор, они разместили Сябры, по поводу протеза. ёсць збор на Байсоле. Ну просто, Александр, ведаеце што? Байсол, так же як і Байхелп, яны страцілі давер. Знаеце пра што? Яны, калі збіраюць грошы, яны па ўзмоўшкам бяруць сябе 15%. Шмат хто жаліўся. Вось, напрыклад, вам сотню пераводзяць еўра, а яны, я не памятаю, альбо, они 15 ідзе ім, типа, на команду, понимаете? Ну и плюс, вы самі ведаеце, там скандальны шлейф з гэтым стрыжаком. Зараз там папы нейкія праваслаўныя, таксама незразумела. Вось. І зараз ввогуле зборы на Байсоле вельмі упалі. На Байсоле проще. Зашел, нашел сбор, чем так вот искать. Ну, я кажу, я оставлю Ну, ваш. да, Сергей, спасибо. Я просто хочу сказать, что во многом и люди уже устали от этих сборов, понимаете? э, Это все собирают, а выников никаких нет. Людзі не то што стаміліся ад збораў, гэта таксама можа быць. Но тут збольшага, як мне падаецца, то, што няма справаздач.
Яны робяць там нейкі марафон салідарнасці, грошы непанятна дзе. У стрыжака паглядзець паглядзець яго справаздачы, не справаздач, все цьмянае. Ну не, справаздача-то ёсць, но нічога не зразумела, а яна не распісана. На офіс там столько-то денег, на 100, а нічога не распісана, нічога не зразумела. І, канешне, у людзей давера да гэтага няма, і уже, ну, і все гэтыя скандалы, ну, такое сабе, короче. Вы ж самі бачыце. Ну да, в том-то дело. Когда, я говорю, ехал сюда, я думал, здесь, ну, работает офис, работает движение демократическое. Но как заехал сюда, честно говоря, такой гадюшник. А Не, некоторые наши, как называть, представители, такие как Северинец, это я вообще, честно говоря, от его высказываний в шоке. Он в моих глазах очень сильно упал. ну, не Что буду не так? спрашивать почему, не буду спрашивать почему, но можете сказать. Ой, Ну, офис во-первых, работает, пишут. то высказывание в отношении латушки. Но это больше мне напоминает как какое-то подхалимство. Ну Да, и да, прекрасно да. же видите. Вот эти все люди, которые немножко были известные, офис их сразу к себе подтягивает, понимаете? Да, и Вы тут, все это кстати, все прекрасно видите. да, і тут, кстати, паважаныя сябры, Андрэй, ёсць пытанне, ой, адказ на ваше пытанне. Вось Паше ўсё хопіць, таму што камусьці іншаму не хопіць. Вось так гэта працуе, таму што няма празрыстасці, няма нічога зразумелага. Так, ну што тады, Александр, будзем з вами развітвацца. Вось. Всем Будуць спасибо, что выслушали меня. Вот. Если будет у кого возможность, конечно, помощь не помешала бы. И протез – это для меня очень важно на сегодняшний день. Ну, спасибо и вам, Сергей, за передачу. Ну, если вам дапамогуць, я буду толькі рад. Ось. Так што да пабачэння. Жыве Беларусь! Уважение. Живе Беларусь. Вечно живе. Так, ну што, паважанае гаспадарства, вынікі гэтага ўсяго буквальна я там пастараюся за хвіліну. Магчыма, хтосьці са мной пагадзіцца, хтосьці не. Сістэмы няма, і таму ўсё так дрэнна. То бок медыйным ліцам, да, северынцам, іншым ёсць хуценька робяць легалізацыю, ездзяць па свету, даюць каналы весці, YouTube каналы, Паша вядзе канал, заходите, подписывайтесь, северынец. Вось, ну а пытанне-то даже вот сёння мы зараз пагаварылі з Александром, да, яму дапамагаюць. Нельга сказаць, што дапамогі ўвогуле няма. На дадзены момант яшчэ так, палічылі пару зубоў, значыць, адзін імплант вставіў сын, ну такое сабе, да. Шмат часу прайшло, і што атрымалася? А куда? Галоўнае пытанне. Вось чалавек прыехаў за мяжу, куды клічуць, каб ад Лукашенка з'язджалі, прыязджайце сюда, мы вас тут чакаем, сябры. Нет, гэта не так. Куды звяртацца? Да каго? Какой ёсць афіцыйны контакт, форма, какая-то горячая линия, чтобы человек приехал, ему дапамагалі. Не то, что ему сказали, чувак, ты сейчас все, чтобы дапамагалі. А то яны, да, могут сказать, подожди, туда сходи, туда сходи, туда сходи. Вот. Дадут 300 евро или 1000, и все, и до побачення. Я, например, из той переписки, что мне дал Александр, мне тяжко было разобраться. Ось, хто за ягоны кейс адказвае? Хто вот за яго адказвае, калі ён падвіс, там что-то робіцца, что-то не робіцца, как это один зуб сын вставил, другой там тыя зрабілі, чеки не показваюць на зробленыя працы, правильно? Тоже подозронная тема такая. Ну, все такое как бы, ну, як, по-моему, так конченое, да, потому что
Зуб поремонтовали, везде дают фискал. В Польше везде тебе все дают. Все, за любую фигню, за один этот польский грош тебе дают фактуру, да, что ты там потратил. Но вот, про ліміты дапамогі. Кому, сколькі? Нічога не вядома. Ну как так? Какой лимит? Почему одному там, ну, например, 300, а другому 1000, а почему другому там 5000 или 10? Вот. Кто вырашае? Кому дапамагаць? Ну, короче, все очень, никакой дорожной карты для палітвязня нет, и все это выглядае вельмі прыкра. Вось. Ну, сябры, на гэтым таксама буду з вами развітвацца. Дзякую вам вялікі за актыўнасць, дзякую вам за тое, што задавалі пытанні, дзякуй за данаты, также дзякую всім тым, хто дапамагае незалежнай журналістыке. Я лічу сябе незалежным журналістам. Вось. Ну і не могу вам не сказать, меня уже штырит второй день новина про Мартынову. Я не злорадная. Я просто ведал, хто яна. Я просто в ахере был, што яна робіць сярод дэмсілаў, што яна робіць у каардынацыйнай радзе. І вось тут для мяне нічога дзіўнага няма. Мне просто падаецца, што Польша, я уже пра Літву ўвогуле не кажу, яны не могуць пераапрацаваць усю гэтую агентуру, якая тут. Яны просто не ведаюць, што з гэтым рабіць. Вось. Ну і тут такое, я вельмі спадзяюся, што хутка там за ёй хто-небудзь яшчэ паедзе. Вось. Пускай едуць. Так, что тут у нас? Дякую за эфир. Прямой контакт с человеком лучше всего. У них уже был подставной зубодел. Да, тоже говорили про зубоделов. Блин, ну просто что, знаете, когда фактов нет, люди просто жалуются, ну фактов-то, что я там скажу, что я нават Лявончыка не могу назвать вором, потому что у меня... Я просто знаю, кто он. Но так, чтобы сказать публично, что он такой, типа, что он вор, я не могу, потому что у меня няма даказухи. Награда знойдзе кожнага героя, сябры, совершенно верно. Ну і на гэтым я просто вельмі спадзяюся, што тое, што мы тут с вами абгаворваем, ну, магчыма, да, да гэтай праграмы я там, можа, не вельмі там падрыхтаваўся, таму што, ну, цяжка зразумець, Александр позваніў, накідаў мне, я, магчыма, разбіраўся просто разам з вами по ходу п'есы, но тое, што нават з ім адбываецца, такога быць не павінна. Любы чалавек, который прыехаў, которого выкінулі, ему павінна быць аказана дапамога, таму што на гэта выдзяляюцца грошы. Вось у чым справа. Грошы выдзяляюцца, і должна быць, ну, уже гэтага не будзе, сябры. Я думаю, што скора ўсё і так сліта. Просто што вось хутка тут разбяруцца там, і Святлана паедзе там во Флорыду ці там Філадельфію, і ўсяго гэтага, ну, не будзе, таму што я лічу, гэтага не павінна быць вообще. А фонды, якія дапамагаюць уразлівым, значит, катэгорыям людзей, яны былі, ёсць, і я спадзяюся, будуць. Это не залежыць ад таго, што там Ціхановская ці Франак. Да, сітуацыя паўплывала. Вось гэты трэш на Беларусі, ён паўплываў на то, што не сталі больш даваць. Но яны заўсёды дапамагалі там палітзняволеным, кагосьці там пакрыўдзіла ўлада беларуская, яны заўсёды дапамагалі. Вось, ну што, тады да пабачэння, жыве Беларусь, слава Ўкраіне, Божа храні Амерыку, ну і нех жые Польска. Да пабачэння. Ён не з офісаў, ён з двароў, дзе жыццё гаворыць з намі. Камера ў крю
Сеня Петрухін. Завтра кожен з нас, покуль працює камера, правда живе у нас. Живе Беларусь! Слава